Большое спасибо. А сейчас позвольте предоставить слово Исламской партии Возрождения. Затем выступит Азербайджанский институт по демократии и правам человека. Равное пользование правами и равноправное участие в политической и общественной жизни – это очень важный аспект в стране, где царит демократическая форма правления. Тем не менее, есть страны, в том числе и Таджикистан, где мирные демократические политические партии не только в силу существующих запретов не могут осуществлять свою деятельность, а на них навешивают ярлык террористической экстремистской организации. Исламская партия Возрождения Таджикистана – это партия, которая придерживается умеренных взглядов. Мы стоим на страже демократических ценностей. К сожалению, Исламская партия Возрождения была запрещена и заклеймлена как террористическая организация в 2015 году. Этот шаг был раскритикован ОБСЕ, Европейским Союзом, Организацией Объединенных Наций, Норвегией, США и международными организациями. Отмечалось, что этот шаг является политически ангажированным и недемократическим. После запрета Исламской партии Возрождения серьезные нарушения прав человека были зафиксированы в Таджикистане. 150 членов этой партии были приговорены к длительным срокам лишения свободы. Сотни активистов наряду с родственниками вынуждены были покинуть Таджикистан, переехав в Россию, Турцию и Европу в частности. Господин Дэвид Кей, специальный докладчик Организации Объединенных Наций, посетил Таджикистан в марте 2016 года. Он раскритиковал попытки правительства заглушить голоса членов мирной политической оппозиции как внутри страны, так и за рубежом. Кроме того, он высказал озабоченность в связи с запретом Исламской партии Возрождения. В апреле 2016 года во время периодического обзора ООН представитель Верховного комиссара по правам человека ООН и ряда западных государств, включая Норвегию, Данию, Соединенные Штаты, высказал озабоченность в связи с ситуацией вокруг Исламской партии Возрождения. Заявления, которые были озвучены представителями этих стран, были размещены в открытом доступе на интернет-сайте ООН. В заявлениях содержится критика репрессивных мер в отношении этой партии. Эти меры были охарактеризованы как необоснованные и демократические. Большое спасибо за ваше внимание. Азербайджан имеет слово. Азербайджанский институт по демократии и правам человека.